Информационная служба Осетия ТВ – главные темы выпуска. Администрация местного самоуправления объявила о начале отопительного сезона. С 12 часов дня в домах появилось тепло. При возникновении внештатных или аварийных ситуаций оперативно нужно информировать городские коммунальные службы. Юбилей отметил Комитет дорожного хозяйства Северной Осетии. За вклад в развитие отрасли почетными грамотами и подарками наградили ветеранов труда и заслуженных работников. На стадионе «Спартак» состоялся матч между Аланией и любительским клубом «Автодор». Игру приурочили к 75-летию Комитета дорожного хозяйства. Красно-желтые уступили своим соперникам. Эти и другие темы далее подробно. Жители города наконец-то могут согреться. Сегодня в 12 часов дня Комитет ЖКХ включил отопление. По закону для начала отопительного сезона температура воздуха не должна превышать 8 градусов в течение 5 дней. Несмотря на то, что погода до сих пор шепчет, батареи в квартирах уже горячие. Есть необходимость начать отопительный сезон в случае 5-дневного периода. Однако право есть у администрации начать с учетом складывающейся обстановки решением своим. То есть это решение, это распоряжение администрации города. Правда, возможно небольшая задержка в домах, которые не определились с формой управления. По словам специалистов, в случае внештатных ситуаций надо в первую очередь обращаться в товарищество собственников жилья. Если там не смогут помочь, в коммунальные службы города. Представители комитета ЖКХ уверяют, что к отопительному сезону готовы на 100%. Сегодня должны были 12 включить отопление, но до сих пор, пока вот я сейчас пришла, пока батареи холодные. Но жилой фонд у нас старый, может быть, они постепенно это давление сразу большое не дают, может, поэтому пока еще до нас не дошло. Напомним, пару недель назад резкое похолодание вынудило граждан просить включить отопление раньше установленных сроков. Однако в администрации, ссылаясь на закон о 5 днях, просьбу оставили неудовлетворенной. И лишь столбик термометра, опустившись ночью до нуля, выручил жителей Владикавказа. Сабина Лаборова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Комитет дорожного хозяйства отметил юбилей с размахом. Нелегкий труд специалистов ценится очень высоко, ведь дороги – визитная карточка каждого города. Поздравил дорожников с профессиональным праздником председатель правительства Сергей Такоев. За вклад в развитие отрасли почетными грамотами и подарками наградили ветеранов труда и заслуженных работников. На самом деле большой праздник сегодня для Осетии, потому что отрасль, которая сегодня отмечает 75 лет, в которой вы все работаете, это одна, наверное, из тех немногих отраслей, которой мы можем гордиться. В первую очередь, конечно, хочется сказать большое спасибо и низкий поклон ветеранам, которые на протяжении многих лет трудятся в этой отрасли. Георгий Казбеков возглавляет комитет меньше года, но уже успел зарекомендовать себя как хороший руководитель. При нем началась реконструкция трассы Владикавказ-Ардон-Дигара-Чкала-Лискен-2. Кроме того, дорожники приступили к ремонту дорог, ведущих к оздоровительным лагерям, например, Балс и Комы-Арт. Георгий Казбеков сказал, что это лишь начало огромной работы, и сделать предстоит еще многое. Есть дальше четкое понимание того, как дальше дороги строить, развивать транспортную инфраструктуру республики. И мы для этого будем прикладывать все усилия, будем работать над кадрами, чтобы у нас в республике воспитывались кадры, чтобы дальше тот мощный фундамент, который вы заложили, дальше мы могли на этом фундаменте строить и дальше развивать то ваше дело, которое вы начали. Будем продолжать. Спасибо вам большое. Во Владикавказе прошла презентация первого глянцевого журнала Южной Осетии. Цхинвал Магазин представил издатель Тамерлан Зуцев. Журнал говорит с читателями на их языке, а также дает дорогу молодым. Любой желающий может предложить свою публикацию. В отличие от остальных глянцевых издательств, Цхинвал Магазин пишет не только о моде. Он будет освещать исторические и политические события, а также расскажет об интересных личностях. Молодежь, которая интересуется, они к нам сами приходят, говорят об этом, что хотели бы вот так сделать, хотели бы вот так сделать. И мы даем зеленую дорогу всем. И даже пользуясь моментом, я бы хотел, чтобы все молодые ребята, которые пишут и хотят, чтобы их публиковали, независимо от жанра, то есть это может быть просто статья, это может быть рассказ, это может быть стихотворение, пожалуйста, наши поля нашего журнала в их распоряжении. Потому что единственное, чтобы это было все просто читабельно. На презентации журнала побывали Олег Тайсаев, Руслан Кабалоти и Суслан Рамонов. Народный артист Северной Осетии Аким Салбиев отметил, что у журнала большое будущее. Все журналы уже как-то специализированы. Это о моде, эти журналы о музыке, о кино. А здесь есть все.
И каждый раз ты, в зависимости от своего настроения, найдешь то, что тебе не хватает этой осенью. Внести свой вклад в развитие внутреннего туризма решили студенты Пятигорской академии государственной службы. Они выиграли грант на молодежном форуме «Машук» и приступили к реализации проекта. «Великий шелковый путь. Связующая нить народов Кавказа». Так звучит название перспективной задумки. Начать реализовывать программу было решено с проведения цикла круглых столов. Первый пункт маршрута «Северная Осетия» выбран не случайно. Осетия, она находилась на перекрестке времен народов, путей Осетии. Она на этом именно и развивалась, непосредственно на географическом положении. Так вот, и Великий шелковый путь проходил через территорию Осетии, потому что не случайно здесь кубанская бронза, наследие скифов, сарматов, алан. Как заверяют инициаторы проекта, основная его цель – создание нового туристического маршрута по историческим следам шелкового пути на территории Северного Кавказа. Прежде это мировое культурное наследие не рассматривалось в ракурсе туризма. Более того, первопроходцы смогли обосновать свою идею и с экономической точки зрения. Ребята надеются заинтересовать своим проектом инвесторов. Тогда сможет заработать часть основной программы – экспедиция. Сама экспедиция включает интервью, беседы с жителями на предмет выяснения, вообще знали ли они о таком маршруте, что он тут проходил, еще расстановка маршрутных указателей в целях утверждения проекта, маршрута. Первопроходцами экспедиции будет именно наша команда, которые работали над этим проектом. Через пару дней создатели проекта ждут коллеги из Чеченской Республики. О своих самых смелых мечтах ребята говорят скромно. При финансовой поддержке планируют замахнуться на все объекты Великого шелкового пути. Ангела Кубалова, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Настоящий театральный эксперимент. 3 молодых российских режиссера за 3 дня подготовили с остинскими актерами 3 эскиза спектаклей по современным пьесам драматургов разных стран мира. Сегодня творческая лаборатория молодой режиссуры, основатель которой Олег Глаевский, на сцене Русского театра имени Вахтангова. А ну-ка иди отсюда! Дядь Катя живет! А мы с ней поженимся, когда я вырасту. Чего? Мы поженимся, не убирайся! Дайте мне, я хочу! «Бесконечный апрель» – премьерный эскиз, который представили зрителям. Впервые они наблюдали за происходящим не с зала, а со сцены. Пережили все вместе с героями пьесы. Это было настоящим сюрпризом для театралов. Мы сидели на сцене, это все было очень органично, как будто прожили всю жизнь с этим актером, во всех временах побывали. Но я хочу сказать, что я вообще влюблена в театр и в наших актеров. Мне кажется, если бы у меня ни такой постановки бы не получилось. В эти дни театр работает в режиме нон-стоп. Задействована почти вся труппа и все цеха – реквизиторский, костюмерный, звуковой. Репетиции проходят везде, где есть свободное место. Коридоры, гримерные, сцена. Все гудит. Но учитывая то, что время идет, то, что, в общем-то, иногда мы не замечаем, как мы обрастаем какими-то ракушечками и начинаем уже тихоходными быть, судными в искусстве, такое тоже бывает. И это интересно, потому что интересно. Другое дело, что меня окружали молодые актрисы, и им легче было справиться, а я центральный герой. Я когда увидел этот текст, я думал, что я не справлюсь. Но это состоялось, как сейчас говорят зрители. После просмотра эскиза зрители обсудили увиденное вместе с Олегом Лаевским, режиссером и артистами. По окончании лаборатории будут подведены итоги зрительского голосования. Все пришедшие на просмотр смогут отдать свой голос за одну из постановок. Театралов ждет еще 2 спектакля «Трудные люди» и «Метод Грёнхольма». Эскизы, получившие положительные отзывы, смогут пополнить репертуар театра как полноценные спектакли. Ирина Забаева, Цамаз Шипшев, Осетия ТВ. Несмотря на пасмурную погоду, на стадионе «Спартак» состоялся матч между Аланией и любительским клубом «Автодор». Игру приурочили к 75-летию Комитета дорожного хозяйства. Матч получился боевым и по-настоящему зрелищным. После первого тайма «Автодор» вел со счетом 2-0, однако после перерыва хозяева подсобрались и сумели отквитать 2 мяча. Правда, и гости свой шанс реализовали. Итог встречи 3-2 в пользу дорожников. Алании по-прежнему есть о чем подумать.
В команду «Автодор» снова вдохнули жизнь. По словам заместителя председателя комитета дорожного хозяйства Игоря Дзампаева, команда может вернуться в профессиональную футбольную лигу, если удастся найти спонсоров. Основная наша задача – это достижение максимальной безопасности, комфорта и удобства передвижения по нашим автомагистралям. Хотелось бы особо отметить тех, кто сегодня пришел, порадовался вместе с нами этому празднику, несмотря на погодные условия, поучаствовал в этом грандиозном мероприятии. В перерыве между матчами для болельщиков устроили розыгрыш призов. Претенденты на победу с завязанными глазами должны были попасть по мячу. Самые меткие получили телефоны и планшеты. Особый приз вручили одному из самых преданных болельщиков Алании Таймуразу Хадаеву, который приходит на все матчи красно-желтых. Феликс Макеев, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Thank you.